Но мы вновь переносимся в Санкт-Петербург, где проходит Международный арктический форум. Вашему вниманию прямая трансляция сессии «Арктика. Арена противостояния или сотрудничества». Когда арктический лед начнут таять и замороженные интересы конфликтов. Итак, как обеспечить мирное и справедливое будущее для Арктики, будем сегодня обсуждать с нашими уважаемыми спикерами. Позвольте их представить. Андерс Сэмюэлсон, министр иностранных дел Дании. Здравствуйте. Аликен Эммитбахе, заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Добрый день. Сергей Лавров, министр иностранных дел Российской Федерации. Инна Эриксен-Серейде, министр иностранных дел Норвегии. И Артур Челенгаров, специальный представитель президента Российской Федерации в Арктике и Антарктике. Сергей Викторович, вы хозяин мероприятия, прошу, вам слово. Спасибо. Я думаю, все-таки вы хозяйка, но поэтому буду делать то, что вы скажете. We'll share the responsibility. Мы будем разделять эти ответственности. Дамы и господа, коллеги, рад приветствовать вас на министерской сессии форума «Арктика. Территория диалога». И, конечно, символично, что эта встреча проходит в Санкт-Петербурге, северной столице России, где накоплен богатый опыт для комплексного изучения арктического региона. Сегодня Арктика переживает стремительные перемены. Налицо ряд факторов, я бы даже сказал, катализаторов, предопределяющих необходимость углубления в регионе межгосударственного сотрудничества. Это прежде всего изменение климата, которые, с одной стороны, остаются серьезным общим вызовом, а с другой предоставляют новые возможности. Например, в деле расширения использования Северного морского пути для судоходства. Дополнительные перспективы для наращивания экономической деятельности связаны с продолжающимся развитием технологий. А возрастающий глобальный спрос на углеводороды и морепродукцию способствует модернизации инфраструктуры и притоку инвестиций. Россия, имеющая самую большую арктическую зону, неизменно рассматривает Арктику как территорию мира, конструктивного взаимодействия и добрососедства. Последовательно продвигаем позитивную, объединительную арктическую повестку дня во имя эффективного решения проблем, с которыми сталкивается наш регион, располагающий уникальной, но крайне уязвимой экологической системой. Его устойчивое развитие возможно только при ответственном и бережном подходе, при безусловном отказе от архаичных геополитических игр с нулевой суммой. Мы убеждены, что в Арктике нет конфликтного потенциала, и все возникающие здесь вопросы могут и должны решаться политическим путем за столом переговоров. Ни один из этих вопросов не требует военного решения. В интересах укрепления доверия и взаимопонимания, предотвращения любых видов эскалации выступаем за восстановление полноформатного военно-политического диалога арктических государств. Эффективным механизмом поддержания региональной стабильности были ежегодные встречи начальников генеральных штабов вооруженных сил государств, членов Арктического совета. К сожалению, с 2014 года практика таких встреч заморожена. В целях возобновления совместной работы предлагаем в качестве первого шага наладить контакты на уровне военных экспертов арктических государств. Арктический совет остается ключевой площадкой для деполитизированного, ориентированного на достижение конкретных практических результатов взаимодействия. Мы положительно оцениваем результаты завершающегося двухлетнего председательства Финляндии в этой организации. Повестка финских соседей была действительно прагматичной, направленной на решение общих для всех государств региона вопросов. Уже через месяц на мостик арктического корабля встанет новый капитан Исландии. Уверен, что исландские партнеры смогут успешно справиться с этой ответственной миссией. Мы поддерживаем программу исландского председательства, в которой особое ударение оправданно сделано на проблематике моря. Россия – страна с береговой линией в 40 тысяч километров, более половины которой приходится на Арктику, и с ответственностью за находящийся под ее суверенитетом Северный морской путь. С учетом этих обстоятельств нам особо импонируют планы исландского председательства в таких сферах, как зеленое судоходство, борьба с морским мусором, включая микропластик, а также борьба с закислением океана. В контексте развития в Арктике морской деятельности, судоходства, в том числе круизного туризма, особую важность приобретают задачи укрепления потенциала оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации.
В русле усилий по адаптации и повышению устойчивости арктического региона к глобальным климатическим изменениям отмечаем важность Парижского климатического соглашения. Уверены, что схожесть приоритетов Исландии и России будет способствовать обеспечению преемственности общеарктической повестки при переходе председательства в Арктическом совете к нашей стране в 2021 году. Арктика – это прежде всего люди, включая малые коренные народы Севера. В период российского председательства будем максимально содействовать обеспечению их интересов при выстраивании программ комплексного, сбалансированного развития нашего общего региона в 3 измерениях – экономическом, социальном и экологическом. Чуть меньше месяца остается до министерской встречи Арктического совета в финском Рованьеме. В преддверии этого важного события рассчитываем на конструктивное согласование с старшими должностными лицами наших стран первого в истории Арктического совета документа перспективного планирования, стратегического плана, а также министерской декларации. Эти документы должны определить рамки нашей коллективной работы на ближайшую и среднесрочную перспективу, в том числе и на период российского председательства. Уважаемые коллеги, ничто так не укрепляет доверие между государствами, как сотрудничество в решении общих задач. Выступаем за то, чтобы добрососедство и взаимовыгодное партнерство оставались безусловным приоритетом в деятельности Арктического совета. Россия готова к наращиванию совместных усилий с партнерами по этой организации на принципах международного права, уважения и учета интересов друг друга в самых разных областях. От проведения научных исследований и реализации природоохранных проектов до использования Северного морского пути. Рассчитываем, что вклад в наше общее арктическое дело внесет и сегодняшний форум. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Сергей Викторович. С вашего позволения я начну с вас. И вообще хочу призвать участников дискуссии не только отвечать на вопросы и выступать с тезисами, но также общаться друг с другом, потому что у нас редкая возможность в таком составе обсудить Арктику. Итак, Сергей Викторович, арктические страны по правилам ООН имеют право на свою собственную прибрежную Арктику, но могут еще и заявить свои права на арктический шельф, а при желании аж до Северного полюса. Но просто Северный полюс один, а стран много, притом заявки где-то пересекаются. Как сделать так, чтобы все не разругались из-за Северного полюса? Действительно, я хотел бы внести ясность в определение. Приарктические страны, их 5. Россия, Дания, Канада, Норвегия, Соединенные Штаты. Изначально эта пятерка в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года имеет права на континентальный шельф Северного Ледовитого океана в пределах 200 морских миль. Что касается расширенного шельфа, то есть шельфа за пределами этих 200 миль, то есть специальная методология и процедура. Работает комиссия ООН по границам континентального шельфа. Россия одной из первых подала заявку в эту комиссию в 2001 году. Она была рассмотрена позитивно, и с тех пор эта работа продолжалась. Мы отвечали на вопросы, которые у членов комиссии возникали. И вот на сегодняшний момент мы получили положительные рекомендации этой комиссии в отношении Охотского, Баренцева и Берингового морей. Рассчитываем мы на успешное завершение рассмотрения нашей заявки по наиболее сложной части, имею в виду Северный Ледовитый океан. Есть пересекающиеся заявки на эту часть Мирового океана. В частности, Россия и Дания внесли заявки, которые в известных географических параметрах между собой конкурируют. Канада свою заявку еще не внесла, но не исключено, что и канадская заявка также будет перехлестывать определенные территории, обозначенные российской и датской сторонами. Но в любом случае у нас с Данией, кстати, очень хорошо налажен контакт на экспертном уровне и по линии Министерства иностранных дел, как и предусмотрено Конвенцией по морскому праву. Все возможные перехлесты будут решаться путем переговоров, но пока мы ожидаем рекомендаций, которые комиссия по континентальному шельфу будет выносить. Но что касается непосредственно Северного полюса, то, конечно, это же такая символическая точка. Я уверен, что мы должны искать такие решения, которые будут способствовать не конфликтам, а взаимодействию в этом регионе.
Скажите, пожалуйста, будут ли страны Арктического клуба совместно развивать открывающиеся новые пути, месторождения на российской территории, в смысле внутри российских границ? Или Россия предпочла бы заниматься своими арктическими проектами самостоятельно? Вы знаете, наша позиция по Арктике предполагает самые тесные взаимодействия с иностранными партнерами. Такие примеры уже есть. В наших арктических широтах работают партнеры и из Китайской Народной Республики, и из Европы. И в целом мы за то, чтобы Арктику развивать через сотрудничество. Я это еще раз хочу подчеркнуть. Это касается, кстати сказать, и использования Северного морского пути, за который мы отвечаем, но который мы хотим развивать коллективно и использовать коллективно. Ну, тут напрашивается вопрос от непосвященного человека, это я. Зачем делить прибыль? В каком смысле? Ну, если все это будут развивать вместе внутри российских границ. Ну, вы знаете, здесь, во-первых, здесь есть и плюсы. Мы не то, что мы собака на сене, понимаете, пытаемся все это оставить только себе. Мы хотим, чтобы сотрудничество, оно предполагает и использование современных технологий, которые есть у наших партнеров, чтобы оно было по-настоящему деловым. И я вас уверяю, что когда бизнесмены 2, 3, 4 стран собираются вместе и о чем-то договариваются, каждый из них видит в этом выгоду. Так что взаимовыгодность – это, в общем, традиционно была такая вещь, которую Россия всегда исповедовала. Сергей Викторович, вот в данный момент, мне кажется, Арктический совет – это прям такой пример дипломатии и сказки. Все договариваются, друг друга слушают, обсуждают. Но вот по мне кажется, это потому, что на сегодняшний день просто нечего делить. Возможно ли будет сохранить этот оазис дипломатии, когда на кону все-таки будут стоять миллиарды кубометров газа и новые торговые пути? Арктический совет, в принципе, имеет очень богатую и очень привлекательную культуру дипломатического диалога и культуру решения всех проблем через поиски взаимоприемлемых развязок. Я уже говорил в своем вступительном слове, что мы не видим здесь никакого конфликтного потенциала в этом нашем общем регионе, и весь опыт существования Арктического совета подтверждает, что любые вопросы могут решаться путем политического, дипломатического диалога на основе консенсуса. У меня нет сомнений, что все остальные участники восьмерки, арктической восьмерки, подходят к нашим отношениям именно с таких же позиций. Вот вы упомянули вот-вот возможный северно-морской путь вдоль российского арктического берега. Наши партнеры из США настаивают на том, чтобы он был интернационализирован. Ну, то есть не должно быть никаких ограничений, уведомлений, разрешений и так далее. Россия считает, что, коль этот путь проходит по ее территориальным водам, то и контроль над этим путем должен быть у нее. Такой спор может еще возникнуть также с канадским северно-западным путем. Существуют уже правила игры, но они могут быть истолкованы совершенно по-разному. Нужно ли тут вырабатывать какие-то общие для всех решения? Ну, во-первых, я сейчас не берусь давать характеристику действиям Соединенных Штатов, которые действительно как-то считают, что только они одни могут заказывать музыку и создавать свои собственные правила. Это отдельная тема, но она существует. К сожалению, ее приходится иметь в виду, когда мы обсуждаем те или иные вопросы. Что касается Северного морского пути, то Северный морской путь – это наша национальная транспортная артерия. Это очевидная вещь, и входящие в Северный морской путь водные пространства, они имеют разный статус. Есть и внутренние моря, есть территориальные воды, и есть исключительно экономические зоны Российской Федерации. И международное право предоставляет прибрежному государству существенные права по регулированию судоходства в таких морских пространствах. В частности, особые права предусмотрены и в отношении покрытых льдом районов в пределах исключительно экономической зоны. И в акватории Северного морского пути действуют соответствующие правила плавания, которые утверждаются Министерством транспорта Российской Федерации, российским правительством и на протяжении многих лет.
все государства, которые пользуются Северным морским путем, а в прошлом году им пользовались суда более чем 20 государств, они эти правила соблюдают. И правила, кстати, они едины для иностранных и для российских судов. Никакого отличия нет. Предусматривается и лоцманская, и ледовая проводка этих судов. И главное, что мы берем на себя ответственность за обеспечение безопасности, за обеспечение максимально бережного отношения к очень хрупкой экосистеме этого региона. У нас, по большому счету, в России, я думаю, уникальный опыт, тут можно без ложной скромности об этом сказать, уникальный опыт обеспечения правильной работы, правильной деятельности в высоких широтах. И мы готовы обеспечивать поддержку всем судам, которые проходят по Северному морскому пути. Мы развиваем портовую инфраструктуру, развиваем навигационные, гидрографические возможности этой артерии транспортной и, конечно же, возможности поиска и спасания. Вот. И, по сути дела, вот правила плавания по акватории Северного морского пути, это то же самое, что правила дорожного движения. Вы приезжаете в чью-то страну, вы этими правилами пользуетесь, вы обязаны их соблюдать. И не потому, что вам кто-то хочет что-то навязать, а просто потому, что иначе будет небезопасно проходить по этому все более популярному для многих стран маршруту. Так что надеюсь, что мы будем и дальше взаимодействовать в этой артерии по использованию Северного морского пути, обеспечивая оптимальное сочетание экономической целесообразности и экологической безопасности. И, конечно же, регулирование, которое сейчас применяется, оно доказало свою эффективность. Я каких-либо жалоб на то, как эти правила на практике реализуются, ни от кого не слышу. Вот смотрите, Россия может быть довольно жесткой касательно каких-то вопросов, но когда речь идет о арктической дипломатии, мне кажется, что уже вот десятилетиями это такой образец достижения консенсуса и какого-то доброжелательного отношения к своим коллегам. Но при этом наши американские коллеги постоянно высказывают озабоченность российской военной активностью в регионе. Вот, например, министр ВМС США уже говорит, что американский флот будет обязательно наращивать свое присутствие в Арктике. Вроде это рутина, да, обычная история, ничего такого. Но вот уже меняется атмосфера, вот уже пошла какая-то конкуренция. Вы там то-то, то-то, а мы вам ого-го отсюда. Вот как вот в этих обстоятельствах можно сгладить напряжение? Знаете, мы не занимаемся ничем, кроме как принятием необходимых мер для обеспечения безопасности своей страны. Все, что мы делаем в арктическом регионе, так же, как и в любом другом регионе Российской Федерации, нацелено именно и исключительно на это. Мы никому не угрожаем. Мы обеспечиваем необходимые оборонные возможности с учетом той военно-политической ситуации, которая складывается вокруг наших границ. И могу вас заверить, мы всегда будем готовы нашу безопасность, наши интересы, нашу территориальную целостность защитить. Что касается заявления о том, будто мы занимаемся милитаризацией Арктики, мы ровно выступаем с противоположных позиций. Я уже сказал, что мы здесь не видим ни одного вопроса, который требует военного решения, не видим ни одной темы, которые требуют внимания со стороны НАТО, а такие идеи периодически высказываются. И я не думаю, что они служат делу в том смысле, что Арктический совет, как вы и сказали, это группа стран, которые выработали очень важную, редкую в наших условиях современных культуру компромисса. По крайней мере, мы будем эту культуру отстаивать, и я не слышал от участников Арктического совета каких-либо идей, которые ее бы нарушали. Надеюсь, мы будем так действовать и впредь. Я надеюсь, я никого тут из присутствующих не обижу, если скажу, что Россия вот на сегодняшний день все-таки осваивает Арктику с большим рвением, да? Гораздо больше затрат, чем у остальных стран Арктического совета в освоении Арктики на сегодняшний день. Сергей Викторович, с изменениями климата все остальные участники тоже включатся очень активно в этот процесс. Хватит ли у нашей страны ресурсов для того, чтобы остаться лидером, или, собственно, Россия не ставит такой задачи перед собой?
Но у нас действительно самая большая арктическая зона, и мы в последнее время в разы увеличили деятельность по ее развитию, по обеспечению безопасности, по учету интересов малых коренных народов Севера. И я не думаю, что мы должны каким-то образом стесняться сотрудничать с другими странами. Я уже подчеркивал, что мы хотим развивать Север сообща при уважении суверенитета, территориальной целостности, интересов друг друга. У нас гораздо больше общего, нежели того, что нас разъединяет. Мы говорили, вот, отвечая на предыдущий вопрос, говорили про потуги милитаризации Арктики. Нас это тревожит, и я очень надеюсь, что доминировать в подходах арктических стран к нашим отношениям будут не военные учения, вот типа недавно состоявшихся Trident Juncture, которые просто были, предельно агрессивно по своей антироссийской заряженности, а будет преобладать тот дух, который сложился в Арктическом совете. И который, да, я чувствую, конечно же, некоторые входящие в Североатлантический альянс страны хотели бы этот дух развеять и вместо него навязать дух милитаристский. Убежден, что наши северные соседи понимают опасность и контрпродуктивность таких подходов и не позволят им возобладать. Спасибо.